дорогие дамы и господа. Мировое сообщество, лидеры стран, члены Организации Объединенных Наций, независимые правозащитные организации, журналисты, блогеры, международные интернет-корпорации, которые боретесь за свободу человека, за демократию, за равноправие, за мирное существование человечества в планете Земля. Каждый отдельную свое задание исполняет. Поэтому на сопроводительном письмо, видите, на сопроводительном письмо стоит 19.08. Это 19 день рождения его сына. Имам Али Рахмон звонил властям Федеративной Республики Германии, сказал, что отказ дайте, а команда Рустама Имам Али должен, обрабатывать, чтобы и другие команды, чтобы репрессировать и депортировать, экстрадировать. Вот такая ситуация. Во всех вот этих активистах, вот этих людей, которые ученые, интеллигенция, журналисты, всех такая схема, такая охота. Поэтому то, что они против меня будут говорить, даже здесь, я никогда не нарушал закон Германии. Никогда. Я сейчас покажу, в каком состоянии я живу. 7 лет в лагерях. 7 лет в лагерях я живу. Они изолировали. Интернет мой контролируют. Все контролируют. Все. Поэтому их уши всегда есть за стеной, чтобы наблюдать. Таким способом они уничтожают одну нацию, травят против друг друга и такие эксперименты проводят над беженцами, над политическими лидерами. И чтобы они хотели царем, вы знаете, царь рождается по закону Библии, по закону Таврот, по закону Корана, если взять. А по научным исследованиям, по настоящему закону политическим исследователям и лидеры стран, это знает, как управляется мир. И каждый царь, каждого президента, царь, лидер рождается. И у него есть определенный дар, что он предвидение, он угадает все. У него отличается ум, другие вещи. Я такой. И поэтому уже 28 лет охоту ведет они. А с 13 лет они уже так делают. Еще у меня было 13 лет. Поэтому ни в каких их бумагах тогда я не поставлял свой подпись. Мой подпись вот такой. Изатулло Рахим Золдат будет. Вот так, Рахим Боевич становится. Вот поэтому у них не получается. Вот такими кодами они работают, чтобы вот так сломать людей. А эти страны, те страны, которые с Имамом Али Рахмоном работают, они заинтересованы, потому что у них дипломатическое сотрудничество. Настоящему оппозиционеру они не хотят защиту дать. Если не дать, пусть они должны написать, что у нас есть определенный регламент, что мы не даем политических убежищ. Вот поэтому они так поступают. И все контролируют, все, чтобы вот это нарушение прав человека не вышло наружу. Но истина, справедливость, правда восторжествует, и я верю в это. Поэтому сейчас я покажу, где я живу. И здесь даже на место, где я живу, есть код. Например, журналист Далери Имам Али, его задержали, напишите в гуглах, выходит 15 июня 2022 года. 15, 1 плюс 5, 6 месяц, июнь и 2022 года, 3 шестерки. Вот этот код. Код отца, код сына, код дочки. А если плюсуем 3 шестерки, становится 18. Вот это 9, 9 комната. Здесь 6, здесь 7. Видите, здесь ванна, туалет 8, здесь 5. Здесь контролируют они все это, чтобы антенну интернет ослабляет, чтобы люди не смотрели мои ролики. Блогерам, особенно касается блогеров, должны распространять все. Они изолируют. Вот так, короче. Здесь первое, второе. А мой комната 9 был. Видите, 9. Сейчас вы видите. 9 это изоляция. Вот здесь 9-й дом. Видите?
как заказ они делают. 9 дом. 9 дом, или если взять он 7 или 8, понимаете, он 8 дом, если взять этот дом, это будет 8. Алло. Это будет 8 знаки, по-моему, взяли. Но там 7. Там 7. Короче, 8. Четный, нечетный. Так работает. Вот. Поняли, да? Это очень грязно здесь было. Они начали ремонтировать. После они поняли, что я ролики делаю. Поняли, да? Это 9 дом. Короче, 9 дом Зитценбахштрассе. Если через Google видите, 9 показывает. Поняли? Зитценбахштрассе, после сайт 52 223. Поняли, да? 9 дом, 9 комната. 18 будет. Изоляция. И 5 лет они изолируют меня. 5 лет изолируют. И документы дают, которые с этими документами я не могу передвигаться. Понимаете, чтобы как активный человек участвовал в международных саммитах, чтобы говорить о демократии, о настоящей ситуации. Я не фальшивый оппозиционер, я не такой, я настоящий оппозиционер. Поэтому, если все их деяния в протяжении 33 лет, геноцид, убийство человека, все скрывается в вот этих кодах. Их созданы, например, если увидите, когда приговор Верховного суда о запрете группы 24, сказал же, 24, если плюсуем, 6 становится, это их человек. Вот там, этом бумаге, я показал, что вот здесь, когда они вот эти бумаги делали, все фальсифицируют. Поняли? Вот здесь код Эмомали Рахмона 24 становится, вот эти бумаги, которые они типа ПТС, типа я какой-то ненормальный. И код их 24 это их агентура, чтобы через них очернять. Запрет пленум Верховного суда, если возьмете, в Гугле есть, а группа 24, когда их запретили, как их объявили как террористические экстремистские организации, плюсуйте день приговора, их код выходит. Вот код, день рождения, вот их день рождения Эмомали Рахмона или сына или дочки. Вот так работает их система. А 18 изоляция, это 3 шестерки, если плюсуем, 18 будет. А вот этих людей тоже так работает. Вот Шокиржон Хакимова, депутата последний раз, если закрыли его если 12.06 месяца его закрыли, если плюсуем, 18 становится. Поняли, да? 9 изоляция это их. Но я расшифровал сам. Вы видите, что все мое контролируется, все интернет, все контролируется со стороны их те люди, которые заинтересованы сотрудничеством. Я не против, что все страны сотрудничают или определенные спецслужбы контролируют политическое поле. Я не против. Я сам работал в правоохранительном органе, 11 лет боролся с международным терроризмом в Таджикистане. Пишите мое имя в Гугле, выходит. Но одно, что моя идеология не против этого мира. Моя идеология во благо человечества, во благо свободы, во благо мира, процветания. Поэтому я все это вам объяснил. В моем канале есть, ролики распространяйте. Вот поэтому они отказ дали 16 числа. Мой адвокат должен написать, Химмад Юсуф. Но адвокат тоже, если адвоката письмо адвоката возьмем, он 22-го мне отправил, но на этом бумаге, который они, БАМФ отправил решение миграционной службы, уже 19. Это адвокат, который я в городке живу, я не имею права же выходить. Это адвокат и на меня работает, а на той жене, которая из клана, которая оклеветала против меня. И на ней. Но я с ним не живу уже почти 4 года. Оказывается, я одно скажу. Человеки, цари,
Саул охотился, если читать Библию, Саул охотился за Давидом. И у него не получилось. И в книге царей, во всех головах Библиях есть все написано. Или во всех священных книгах. И это научно доказано во время истории, если взять, ученые видели через эти через вот эти бинокли, как двигаются звезды, и у царей есть определенная гравитация. Это по-другому работает. Царями, лидерами, президентами рождается. Эммануил Рахмон рождался, но каждый дар с определенным временем уходит, а другому пробуждается, другому молодому царю, молодому лидеру или царю, или президенту. Я его понимаю, но у него уже нету больше такого. И лидеры стран, всех стран Средней Азии, поэтому я ролик делаю на русском языке, чтобы они знали. Вот эти страны, из-за того, что интересованы нашими странами, они хотели вот такими компромат делать против одного такого молодого, такого родившего, прирожденного такого лидера. И в дальнейшем, если он идет там, становится лидером, и его вот такими бумагами, которые они создали, сфальсифицировали, что здесь, что в Таджикистане, везде, они используют его, чтобы оттуда таскать ресурсы. Поэтому ради моей свободы этот ролик распространяйте, всем дайте, чтобы блогеры, чтобы все поняли, о чем идет речь. Поняли, да? Вот 3.6, все, я доказал, на Google есть, сообщество нашего канала, все есть. А мой интернет они давят из-за того, чтобы много людей не смотрели. Но эти ролики уже я распространил. А что со мной, если будет, вы будете знать, и весь мир будет знать, что власти этой страны, Германии, сотрудничают с кодами. Я доказал на основании их бумаг. Не мои бумаги, это их бумаги. Я доказал, что сотрудничая с властями Таджикистана, они хотели передать настоящего истинного оппозиционера и лидера Таджикистана на убой. Если в любом стране, любого помазанника царя, если убьет, это будет, если против царя замышляешь, эта земля будет проклята. Это есть. Это не я говорю, это ученые, все говорят. И в научном степени доказано это. Я здесь учился, интегрировался, у меня диплом есть, в моих роликах есть, я показал. Поэтому будьте здоровы, поддерживайте ради свободы, ради демократии, ради равноправия, ради справедливости, чтобы я верю, что в протяжении своей жизни столько оклеветали против меня, чтобы очернить меня, чтобы он... Даже они очернили, что у меня отца и мамы нет. Я родился в рабочей семье, моя мама есть, моя папа умер, мои братья есть. Я второй сын в ребенке, в семье. Поэтому они, чтобы очернить человека, чтобы фальшивого своего царя, вот Рустам Эмомали поставил. Потому что Рустам Эмомали пришел в 2024-2025 году в Германию, в Хамбурге, и он примкнулся определенным ритуальным, 3-6 занимается же дьявольский ритуал. Вот этим системам, чтобы его поставить там своего человека, понял, да? И ему код дали, такие коды. И его Озода Рахмон дочь, он пошел в Америку и тоже примкнулся к таким системам, организациям. И не запрещенные, но они есть, я уважаю их тоже. Но через ритуалы человечества, вот, дьявольскими методами, они, чтобы управляли, вот такие коды у них. Поэтому будьте здоровы. Я верю, всегда верю, что истина, правда, справедливость восторжествует. Да будет так. Распространяйте ролик, ставьте лайк, на своих YouTube каналах поставьте, поддерживайте меня.
ради правди, справедливости и истины. Да будет так.